порядка, наверное, 500 человек здесь уже сразу, точно не смогу сказать. Но это же люди не просто так сюда пришли. Блокировка трасс большегрузами, всероссийские акции протеста, митинги, сборы подписей несогласных. Так, 4 года назад российские перевозчики вкатывались в предложенную им новую систему «Платон». Плата за тонну или сокращенно «Платон» подорвет бизнес, уверяли дальнобойщики. Но в России нашелся другой аргумент. Все деньги за пользование федеральными дорогами пойдут на их же ремонт. И за 4 года было собрано ни много ни мало 95 миллиардов рублей. Те же самые китайские дороги, они строятся дешевле раз в 10, а быстрее раз, наверное, даже в 50. Соответственно, вот, значит, у них что, более эффективно происходит денежный оборот, или вот это тоже как бы интересный вопрос. Провести независимый аудит «Платона», а его результаты придать общественной огласке татарстанские перевозчики предложили не случайно. Татарстан – один из российских лидеров по регистрации в госсистеме «Платон». Это 13 тысяч владельцев, 45 тысяч грузовиков. В среднем магистральный тягач, ежегодный пробег – это где-то 120 тысяч километров по федеральным трассам. Соответственно, несложно посчитать, что только за «Платон» там более 240 тысяч надо заплатить. Но сколько татарстанские грузоперевозчики за эти годы заплатили «Платону», даже в самом «Платоне» подсчитать не могут. Объясняя это тем, что регистрацию можно пройти в одном регионе, а работать в другом. Известно ли, что до 2018 года на строительство и ремонт дорог и мостов было потрачено в России 23 миллиарда рублей, а на содержание самой системы уже 29. В планах отремонтировать еще 700 километров федеральных трасс, но про Татарстан ни слова. И по сравнению с прошлыми годами дороги стали лучше намного. Я думаю, что, наверное, все-таки это местные власти, там, губернаторы и те, которые сидят наверху в данном регионе. А Платон, мне кажется, просто деньги изымает и все. Неплатоновскими силами сейчас возводится новый мост через Свиягу. По заказу Волговятского автодора в прошлом году в Татарстане было отремонтировано 133 километра федеральных дорог и еще 200 километров по нацпроекту «Безопасной дороги». От Платона 4 года назад республика получила лишь 390 миллионов рублей компенсации за вычет транспортного налога. Кстати, размер этого налога в России каждый регион устанавливает по собственному усмотрению. У нас 85 рублей за лошадиную. Если берем, допустим, Санкт-Петербург, там градация идет в зависимости, новая техника или не новая техника. То есть там, если мы возьмем Кавказский регион, там вообще есть 15 рублей регионы. То есть разбег, видите, достаточно приличный. А когда большой парк машин, там каждую копейку все пытаются считать. Поэтому я думаю, что проще у всех регионов отменить этот налог. Кстати, в Татарстане долги по транспортному налогу 500 миллиарда рублей. Осенью прошлого года перевозчики взвыли после установки на трассах еще и автоматических пунктов весогабаритного контроля. Проект оказался сырым, техника несовершенной, а штрафы драконовскими. Перегруз машины хотя бы на 2% – это штраф до 500 тысяч рублей. Татарстанские перевозчики предлагают ввести градацию штрафов, а сурово наказывать лишь злостных нарушителей. С ними соглашаются и в Управлении безопасности дорожного движения. Предлагаем повысить порог допустимого превышения нормативной весовой нагрузки на ось или по общей массе. Меня всегда спрашивают, а насколько? Но я говорю, вместо 11, наверное, 16. Я считаю, что когда есть элемент человеческого фактора, есть когда действует система автоматики, особенно на промежуточный период, должны быть какие-то преференции. Вот уже который год транспортники не могут добиться отказа от практики весеннего закрытия региональных дорог. О том, что большегрузы своими колесами разбивают весной дороги, говорили специалисты полвека назад. Продолжают говорить и сейчас. Хотя качество дорог с тех пор заметно поменялось. Но техника с апреля по май стоит в гаражах, вынуждена простаивать производство, экономика терпит многомиллиардные убытки. В соседнем Башкортостане уже ищут альтернативу устаревшей практике. И, кстати, после обращений к руководству региона местных бизнесменов. Уже не первый год происходит ситуация, когда мы к старту закрытия дорог, оно стандартное, 15 апреля происходит, мы видим, что дороги уже сухие, дороги прогревшиеся. Подсчитывая свои доходы и по большей части расходы, владельцы автотранспортных предприятий обязаны думать еще и о человеческом капитале, а точнее о безопасности своих водителей. Новые нормы режима труда и отдыха есть, а вот таких мест, где водитель мог бы отобедать или переночевать, по обочинам российских дорог не так-то много. Конечно, Татарстан здесь исключение, их более 350 по республике.
Автокомплекс на 843-м километре трассы М7 3 года назад был признан лучшим в России. Просто рай для водителя. Но, как показывает практика, чтобы открыть один такой автокомплекс, уходят годы. Длительное время уходит на землеотвод, на перевод земель из сельхозугодий в промзону. В среднем такой объект можно построить в рамках 1 года. Подготовительные документы, так скажем, связанные с землей, это порядка от года до 3. Автокомплекс на М7 – это тот случай, когда при строительстве федеральной трассы заранее в проект была заложена специальная площадка. Формируем максимально большие площадки, а также дополнительно сейчас рассматривается вопрос, возможность в рамках данных площадок отдыха еще на той же территории формировать дополнительную площадь для объектов дорожного сервиса, чтобы это уже проектом было предусмотрено. В Татарстане предпринимателям, которые решат открыть бизнес на региональной дороге, предлагают отдавать землю в аренду на 25 лет. Сокращение аварийности на дорогах – еще один аспект, который затронули татарстанские перевозчики. Они предлагают распространить на всю Россию опыт Челнов, где вот уже 15 лет работает учебный центр повышения квалификации профессиональных водителей. Более 80% причин ДТП – это все-таки ошибки водителя. То есть мы ведь говорим о том, что погодные дорожные условия – это не само причина ДТП, это факторы, увеличивающие риск возникновения ДТП. Исследования показали низкую квалификацию у 80% водителей большегрузов. А после прохождения курсов в течение 3 лет аварийность на предприятии снижалась в разы. Пакет предложений по пересмотру регуляторной и налоговой нагрузки на транспортный бизнес Торгово-промышленная палата Татарстана уже направила своим коллегам в Москву. Они будут озвучены на Координационном совете при Минтрансе России. Елена Горбучкова, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.